Бзира фимас хатырскует или хопшца абсолютно или хопша каналаджим, шарашахмшует адератера аккредит ахархоша. Хара я сахцует ахунткар раканпи аккредит из газа уарт урахква фзита хора. Ишкуала сыршует, а бизнес матч с хараратараза хунткар и шхацнарказ джедалапи а программа. Оприя программа кна ярбоб ахуахутра خبرة كوزرجوجي أو أتخرار رترا وبس يبشي قطورخ في تحويت يخا ويزحن حتى أكلك أشمشرا. Очимчир акалакеджин хо Валентина Камки айбашрашта хахуахутрал напалолкит. Илымазат пкян хотел татша нуqнагон. Лыпшма айбашрачтахит. Апсна фархадзахва ахец ихцуп. Айбашра аштах видел хучква радзара ларей лукфит. Дызлагаза хуахутра бзурала уртаршипы иплыргылит. Ацарадларцит. Аамта квамачки шейх хазги ариат пкян худжауп яхиги дзыкгугва. Шуксып жакап хелари лыцбет аткянчыс лыргыларц. Лхам чала аргыларат усура квадрылагет. Аха дейхимзит. Усханлара лчалалыр хуйта бизнес мачац хараратыра зафинкарат программа. Илырти такиад еларбаза пара. Ехазы аусура кварагирак хлыркушахет. Я сейчас на пенсию пошла, получаю пенсию, а сразу после войны я работала бухгалтером в Меркулах. Вы сами знаете, Меркула это была такая точка, что там практически уже после войны работать нельзя было сразу. И вот благодаря этому магазину выжили мы. В Сухуми ездила, вот так вот что-то привозила. Ну, совсем маленький был, сейчас немножко расширилась. И дети на ноги встали уже, немного начали помогать мне, и вот начала строить этот магазин. Под крышу я довела это сама своими усилиями сделала. Потом вот услышала за эту программу льготную. Мы обратились в Нацбанк, правда, к нам отнеслись там очень хорошо. Сразу дали нам перечень документов, приехали, посмотрели и дали согласие. Я собрала документы, дали согласие, и вот... Сколько вы взяли денег, на сколько? Я взяла сумму, 250 тысяч под 18%. И вот я уже часть выплатила, 2 суммы я уже... И эту сумму ежеквартально я должна платить по 50 тысяч. 2 суммы я уже выплатила, 100 тысяч. И кроме этого, должна я вернуть государству 283 тысячи. Я считаю, что за 1,5 года 30 тысяч – это... приемлемая сумма для того, чтобы выплатить процент. Здесь у меня будет он продуктовый, и хочу аптеку сделать. У меня дочка медик, она работает в больнице, заведующей лабораторией, и я хочу сделать аптеку, потому что в нашем районе очень большой район, и практически нету аптеки, и очень много нуждающихся. И сейчас даже вот молодые пары ко мне подходили. Тетя Валя, если вы аптеку откроете, чтобы детское питание будет у вас или нет? Ну, я постараюсь, я говорю, что будет, да. Ну, давайте вот так покажем, вот. Зайдем. Давайте. У меня сейчас вот полки, я на заказ их делаю, и уже мастера делают мне их. В течение 10 дней, я думаю, я полки поставлю и начну работать. Здесь вот я потолок сделала, капитальный, сами видите. Сейчас я вот на эти 250 купила, правда, в БУ, но вот полки под аптеку. Это, да, под аптеку. Под аптеку я купила, да. Пока маленькую сделаю, потом со временем, если будет возможность, все, я расширюсь. Вот я купила кондиционер новый, холодильник. Сами видите, вот все я привела это в порядок. Ну, я так поняла, что у вас 2 отсека, да? Да, 2 отсека. Вот где старый магазин, у меня вот это будет переход. Переход будет во 2-й магазин. Просто сейчас у меня нету возможности, чтобы сразу запустить 2 магазина. Я пока запущу этот, и если у меня получится, начну делать 2-й магазин. Так сперва здесь будет и аптека, и продукты. Да, пока так будет. А потом со временем я хочу расширить аптеку. У меня сейчас и внучка учится в Питере, в медицинской академии. Так что я постарею, я думаю, что я
хороший подарок смогу детям сделать, внукам. У меня 2 детей, 5 внуков, поэтому 1 магазин я вообще так планирую отдать дочери со временем и 1 сыну. Ну, вот так вот. Вот эту я хочу здесь и детское питание сделать, и расширить. Хочу все под аптеку. Для того, чтобы открыть аптеку, нам нужна лицензия. Я обратилась в больницу, к главврачу, и мне предоставили справку, что этот район большой, и что нуждается в небольшой аптеке. И я эту справку имею, и с открытием мы поедем в Сухуми и возьмем лицензию. Когда есть товары, нормально идет торговля, все. Сейчас, конечно, на этих магазинах миллионы не заработаешь, но хватает. И я надеюсь, что если я расширю здесь магазины, и клиенты тоже будут. Сейчас такое время, в основном питание, продукты питания берут. Сахар, хлеб, курей берут, вот у меня в холодильниках. Там я сейчас, есть оптовые цеха, сейчас пельмени, вареники, котлеты, люля-кебаб у меня есть. Вот это все берут. Масло берут, развесное в пачках. Сюда, конечно, я возьму с медицинским образованием, должна в аптеку, да, обязательно. Есть у меня, которые подходили уже, интересовались, хотят начать работать здесь. Так что лишь бы было желание и возможность, а так найду. Мне понравилась эта программа в том плане, что, да, я сейчас у меня 14 тысяч пенсия, все, но я могу 3-4 месяца собрать, что-то сделать на 50 тысяч. Мне очень удобнее, если я сейчас взяла 250 тысяч, и я это все истратила, и потихоньку буду собирать и отдавать. Потому что понемногу очень трудно собирать деньги и что-то строить. А это быстренько построил, и это все равно за 1,5 месяца это все оправдается, окупится. Эти 33 тысячи, что я должна заплатить сверху проценты, это все окупается. Конечно, желательно, чтобы если бы упростили эту процедуру, было бы немного нудная. Знаете, многие, особенно молодые ребята, взялся он, и у меня сосед, и оставил эту программу. Нудно, долго, все. А я немножко упорная, я пошла, надо эту справку, я пошла, принесла, надо эту, все. Если бы упростили немножко, было бы намного лучше. Что делать? А так я где-то, в течение месяца я все документы сделала, в течение месяца. Конечно, этих денег не хватило, чтобы провести все ремонтные работы, закупить все. Мы что-то добавили свои, что-то помогли дети мне, и пришли к тому, что есть. В будущем надеемся, что в этом городе у нас все будет хорошо. Я вообще коренная ачимчирка, и поэтому хочется, чтобы этот город процветал, чтобы был таким же, как он был до войны. Он всегда был нашим любимым городом. Надеюсь, что так и останется. Все будут любить этот город, я так думаю. Аба магазина на усов салагет ужусге усота куджирге адзама хозяйка дбзиоп, а торговля хабам умштабия магазина чутса хайсов замзахабзио. Очамчир ақалақь аҿы маҷ-маҷ акәзаргьы аԥсҭазаара аиӷьхара иаҿуп. Аԥхын ҳәарада ҭагылазаашьа еиҳа еиӷьуп, аӡын ауааԥсыра рхыԥхьаӡара иагхоит. Аха егьи ауадаҩрақәа ыҟазаргьы Очамчыра ргәы карыжьуам. Ҿырԥшыс даагозар Валентина Камки лгәы ацԥыҳәаны аусура даҿуп. Раԥхьа иргыланы лхы дацхраауеит, нас излалылшо ала усурҭа ҭыԥла еиқәлыршәоит лааигәа инхо ауааԥсыра. Ауааԥсыра акредитқәа рыҭара, ари хадара зуа хырхарҭоуп иарбан ҳәынҭқарразаалакгьы аекономика арҿиараҿы. Ҳара ҳҭагылазаашьаҿы акредитқәа иаҳарак аҿлымҳара рымазароуп. Избанзар, аибашьра ашьҭахьтәи аамҭаз аҳҭтәыла анылеит ахәаахәҭратә економика. Ҳҳәынҭқарра ахатәы економика ашьҭыхра аҽазнаршәоит. Аекономика ашьҭыҵра иалнаршоит аусурҭа ҭыԥқәа раԥҵара, насгьы ҳхатәы аалыҵқәа рҭыжьра. Убри азҵаараҿы акредит иадҳәало ахырхарҭа аԥыжәара амазароуп. В первую очередь это связано с тем, что имеет социальное значение в плане занятости нашего населения. И второе – это обеспечение самодостаточности нашей экономики, которая может за счет
своего развития сделать уровень жизни более высоким. Приоритетными для государства являются направления кредитования в области сельского хозяйства, в области туристической деятельности, в области транспорта и различные сферы торговли и сферы услуг. Потому что в этих отраслях занято большее количество населения, которое получает рабочие места и может работать. Мы считаем, что ни одна страна без кредитования обойтись не может. Вот простейший пример. Все мы видим по средствам массовой информации, и по той же Российской Федерации, что все страны, как говорится, организовывают различные форумы, встречи и ищут инвесторов. Инвестор – это тот же самый кредитор, который приходит со своими деньгами, создает рабочие места и развивает производство любой страны. То же самое и у нас. К сожалению, не все инвестиционная привлекательность Абхазии достаточно высока, но, к сожалению, в силу различных причин многие проекты, которые предлагаются инвесторам, своей реализации не нашли. Поэтому в качестве альтернативной формы мы считаем, что нужно развивать собственную экономику за счет внутренних своих ресурсов, за счет кредитования малых и средних предприятий. Для этого государством, как вы знаете, проводятся различные программы. Создана специальная комиссия по отбору инвестиционных проектов, и при Министерстве экономики создано инвестиционное агентство. И эти структуры занимаются как раз изучением предоставляемых проектов, их целесообразностью, и затем на основе принятых решений производится их кредитование по республике. Примеров этому привести можно много, и я думаю, что эту форму надо и в дальнейшем развивать. Помимо прямого кредитования по льготным процентам и по пониженным процентам, можно внедрять, такая форма тоже сейчас рассматривается к внедрению, это субсидирование процентных ставок, чтобы кредитор, заемщик не сам платил проценты за пользование кредитом, а за него платило бы государство и смягчало бы вот эту нагрузку, которую он несет при пользовании кредитом. Мы думаем, что совокупность всех вот этих форм, от мини-кредитования до различных механизмов, которые будут смягчать нагрузку при обслуживании кредитов, дадут свой положительный результат в развитии нашей внутренней экономики. У нас ежегодно в бюджет республики закладываются средства для выделения в качестве кредитов малым и средним предпринимателям. Сейчас как раз готовится проект бюджета на очередной финансовый год, и мы будем закладывать эти суммы туда. Хотелось бы, и чтобы главы районных администраций при формировании своих бюджетов тоже бы закладывали определенную сумму, потому что всегда, когда мы говорим о кредитовании, мы обращаем свое внимание на республиканский бюджет. На сегодняшний день у многих администраций, у многих районов есть уже возможность планировать и кредитование своих мелких предпринимателей на своей территории. Хотелось бы, чтобы центр тяжести поэтапно переходил и на территории тоже. Необходимо разрабатывать программы соответствующие, определять приоритетные направления и оказывать такую возмездную финансовую помощь. По информации, которую мы имеем от Национального банка, порядка 80% заемщиков обслуживают свои кредиты, работают именно по целевому направлению. Могу привести такую цифру. Всего 7 заемщиков, сейчас не буду говорить поименно, всего 7 заемщиков использовали полученный кредит не по назначению. Небольшое количество заемщиков, если мне память не изменяет, порядка 16, они обслуживают кредит с небольшим опозданием.
А вот, как я сказал, 80% заемщиков вовремя обслуживают кредиты, и вот уже к концу текущего года, к началу следующего наступает период их погашения. И есть полная уверенность, что эти деньги будут возвращены и, соответственно, могут вступить уже в повторный оборот при реализации очередных следующих программ в следующем году. Сама сумма кредитного ресурса не такая большая для того, чтобы можно было говорить о начале бизнеса с нуля. Для этого уже понадобятся и другие сроки кредитования. Это, по сути дела, достаточно краткосрочные кредиты уже тем предпринимателям, у которых бизнес начат и которым необходима помощь либо в наращивании своих оборотных средств, либо на приобретение или обновление оборудования, то есть то, чтобы они могли продолжать начатое дело. Мы пошли по этому пути. Почему? Потому что здесь однозначно уже видно того предпринимателя, который бизнесом занимается, можно проанализировать какие-то его результаты за предыдущие периоды, понять перспективность развития этого вида бизнеса и, исходя из этого, уже принимать решение о его кредитовании. Такая осторожность была, есть она вызвана тем, что, к сожалению, не всегда заемщики оправдывают цели и те, на которые они занимали деньги. Сегодня, к сожалению, существует очень много большие суммы задолженности и коммерческим банкам, и национальному банку, соответственно, через межбанковские кредиты, когда деньги вовремя не возвращаются, а зачастую вот эти моменты, они, естественно, отрицательно влияют в части доверия к многим нашим заемщикам. Однозначно государство будет поддерживать в дальнейшем программу кредитования, будет пытаться изыскать источники этого кредитования, потому что мы прекрасно понимаем, что развитие вообще предпринимательства без вложений невозможно. И в тех случаях, когда сил государства хватает для того, чтобы снять остроту в этих вопросах, конечно, все эти меры будут предприниматься и в дальнейшем. Ни одна экономика ни одной страны не смогла развиваться без заемных средств. Практически все так или иначе прибегают к заемным средствам для того, чтобы можно было бы достичь определенного уровня экономического развития. Эта система существует во всем мире, и мы в этом деле не можем быть исключением. Аҳәынҭқарра ҳаԥхьаҟагь ихшыҩ изышьҭра азнаулоит ауааԥсыра кредитлар еиқәыршәара иадҳәалоу аполитика. Ихацнаркуеит еиуеиԥшым альготақәа ахьырбо аҳәынҭқарратә программақәа. Ателехәаԥшцәа абри иоуп иахьазы еизхәаша аԥсуа телехәаԥшра канал аҿы шәахәаԥшла адырраҭара акредит ахархәашьа. Абзиаразы анаҩстәи ҳаиқәшәаранӡа.